Вітаю вас, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму. Пры мікрафоне са студыі Еўрарадыё працуе Марыя Вайтовіч. Сёння ў нас у гасцях праз Zoom ініцыятарка аб'яднаных сваякоў палітвязняў і незалежная экспертка ў галіне адукацыі Святлана Маскевіч. Вітаю вас, Святлана. Будзем размаўляць сёння пра розныя тэмы. Справаздача АПК, гандаль палітвязнямі, адукацыя, якой нам сапраўды не хапае. Я заклікаю вас быць актыўнымі, пакідаць каментары і пытанні пад нашым стрымам. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся на наш YouTube-канал і таксама на YouTube-канал «Навокал». Там ёсць шмат дакументальных цікавых стужак. Будзе цікава. Мы пачынаем. Святлана, з чаго пачнем? Давайте, напэўна, вось са справаздачы. 7 жніўня аб'яднаны пераходны кабінет праставіў справаздачу перад каардынацыйнай радай. Разам з гэтым узнікла галоўнае пытанне, ці сапраўды ініцыятывы дэмсілаў прыносяць рэальныя вынікі. У мяне ўвогуле пытанне, а якая мэта справаздачыцца, вось справаздача ПК перад координационной Рады? Если серьезно говорить о том, если мы по-серьезному играем в демократические силы, как это называется, да, то мы, естественно, должны придерживаться принципов демократии. И основным принципом является подотчетность исполнительной власти, законодательной власти. У нас, конечно, все институции, так скажем, не до конца сформированы, однако такая заявка есть, претензии именно на такую институализацию разделения властей внутри демократических сил, она присутствует. И поэтому, как во всех демократических странах, законодательная власть подчиняется, вернее, не подчиняется, она подотчетна законодательной власти. У нас это такой протопарламент, это Координационный совет, который прошел через выборы. Я сейчас не буду обсуждать, какие эти выборы, полноценные, неполноценные. Естественно, у нас все такое несовершенное, да? Но вот такая игра в демократию или проба играть в это у нас есть, и поэтому это нормально, когда исполнительная власть отчитывается перед законодательной властью. К сожалению, в прошлом, то есть эта тенденция была задана еще в КС-2, в Координационном совете 2, когда были проведены слушания тоже такого отчета Объединенного переходного кабинета перед Координационным советом. Прошлый год был пропущен, и в этом году, я так понимаю, это приурочили этот отчет к, так скажем, к юбилею, да, ближе к 9 августа. Якія асноўныя вынікі былі прадстаўлены ў гэтай вось справаздачы? За што вы зачапіліся, што вам падалося дзіўным, што падалося цікавым? Если честно быть и до конца, то меня абсолютно не устраивал регламент или, так скажем, программа, по которой шли этот отчет. Поскольку главой кабинета, Объединенного переходного кабинета является все-таки Светлана Тихановская, и порядок, как нам казалось, нашей фракции белорусы, то порядок должен быть такой, что глава кабинета также должен отчитываться перед Координационным советом, а не наоборот. И вот эти вот попытки каждый раз перевести систему отношений внутри демократических сил с ног на голову поставить, то есть что якобы КС должен там отчитываться перед Объединенным переходным кабинетом или ОСТ, это в принципе неверно, то есть это нарушение принципа демократии. Единственное, перед кем может отчитываться Координационный совет, это, собственно, перед своими избирателями. Да, тем более выборы были проведены. Что же касается результатов Объединенного переходного кабинета, то в том регламенте, по которому шел этот отчет, задать полноценно все те вопросы сущностные, которые нас волнуют, это связанные со стратегическим развитием и со сменой стратегии Демсил в тех условиях, в которых мы находимся. Да, это и с точными критериями оценки, что хорошо, что плохо, что удалось, что не удалось. Это требует более обстоятельного разговора, более глубокого разговора.
И поэтому наше предложение с нашей фракции состояло в том, чтобы это были полноценные слушания, а не вот такой вот как бы двухдневный быстрый-быстрый отчет, который скорее очень сильно напоминал такой отчет в действующей Беларуси. Мгм. У чым ён нагадваў такую справаздачу? Он Давайте ўжо, калі ёсць крытыка, чем это давайте крытыку, ну, то бок, да, ну, што не так, каб а, рабіць нейкую працу над памылкамі, ну? первую я уже назвала первую причину, да. Это первая причина, что должен быть отчет главы кабинета. Все остальные условно министры, да, у нас волновал единственный вопрос, то есть какие цели изначально ставились перед этими министрами, какие критерии, относительно которых мы должны, собственно, и производить эту оценку. Да. Таких четких критериев мы не увидели, они не были поставлены, то есть практически ни на один вопрос по целям мы не услышали ответа. Да, поэтому в целом мы сейчас, в частности, фракция Беларуси, не говорит на этот вопрос, что там плохо или хорошо. Да, мы говорим, что этот процесс отчетности должен продолжаться, мы должны в это углубиться, да, и более четко выставить и публично выставить эти критерии, по которым мы оцениваем качество деятельности Объединенного переходного кабинета. И, собственно, исходя из этого, и дать оценку в последующем, да. И сейчас, как выясняется, очень сложно, собственно, продолжить эти слушания, да, именно вот в этом углублении. Мы получаем массу препятствий со стороны, как и внутри самого КС, то есть большинство КС удивительным образом переиначило голосование, то есть выдвинуло в ответ на нашу просьбу провести такие слушания, выдвинула совершенно другой формат. Вместо слушаний формат встречи. Мы, естественно, наша фракция от этого отказалась, поскольку встреча, чаепитие, она предполагает скорее вот такую дружественно, да, вместо и наиболее объективно и правдоподобно. Поэтому сейчас скорее идет обсуждение не самой деятельности УПК, я так бы вот отметила, да, а сколько идет обсуждение формата, принципов, критериев, ну то есть в каких рамках мы, собственно, должны обсуждать деятельность Объединенного переходного кабинета. Меня лично, я в данном случае не говорю от имени фракции, меня лично всегда волновал еще на период выборов КС-3 вот эта вот тенденция перейти, нарушить принцип разделения властей внутри демократических сил. И те, так скажем, та аргументация, которую часто мы слышим и от Объединенного переходного кабинета, что якобы есть такой как бы опыт других стран, Польши в частности, о том, что можно совмещение должностей в разных ветвях власти. Ну, я бы на это ответила следующим образом. Господа, то есть чей-то опыт не является принципом, принципом демократии, да, какой-то страны. Принципы определяются как некая такая жесткое, достаточно теоретическое положение, и оно было отработано, извините, не Польшей, а философией еще в период французской революции, принцип разделения властей, когда ветви власти, исполнительные, законодательные и судебные, рассматривались как отдельные, независимые друг от друга, и любое совмещение должностей изначально рассматривалось как, ну, так скажем, нарушение этого принципа. Да? Поэтому я думаю, что белорусская демократия должна отталкиваться именно от принципиальных вещей, а потом переходить в сферу практики, демократической практики и отрабатывать свой белорусский вариант, а не ссылаться как бы с аргументацией там, на опыт других стран. Я в этом плане хотела бы обратиться, в частности, там, к нашим коллегам из ОПК и сказать, ну, поспорьте, хорошо, поспорьте тогда с Монтескьё, с Джоном Локом. Я готова это выслушать, эту аргументацию, да, а не аргументацию в виде опыта других стран или в виде обвинений, личностных обвинений. Да? То есть я понимаю, что
как бы мы сейчас находимся на таком этапе демократические силы, да, когда, чтобы оценить адекватно, на какой стадии мы находимся, где мы находимся, оценить качество нашей деятельности, идем ли мы вперед или нет, да, нужно отталкиваться от изначальных целей и задач и от каких-то очень серьезных теоретических теоретических представлений о демократии, о защите прав человека, и не забывать про это, да, и не вот длить эту линию большевистскую, так скажем, да, когда практика считается критерием истины. Надо еще понять, какая практика, является ли она вообще практикой, да. Практика вообще-то, особенно в политической деятельности, является только такая деятельность, в основе которой лежит некоторые представления, достаточно четкие представления, принципы, цели и задачи из них отталкиваются, да, и исходя из этого, собственно, мы начинаем оценивать нашу деятельность. И только тогда появляется практика, да, критическое отношение к собственной деятельности. Это тоже практика. Дискурс, который должен разворачиваться внутри демократических сил, да, и не просто дискурс такой межличностный, да, с обвинениями и с, как у нас любят говорить, там, со срачем, а потом любой дискурс прерывается только на основании того, что якобы это разрушает наше мнимое единство. Единства в демократических сферах никогда не бывает такого вот, знаете, оно может быть только иллюзорным, да. Вопрос в том, как, будучи абсолютно разными, представляя разные политические интересы социальных групп и партии, и гражданское общество, да, мы должны научаться договариваться. А чтобы научаться договариваться, как минимум, нужно оговаривать и формат, и основания, от чего мы отталкиваемся, когда мы собираемся договариваться, да, принимая в том числе и разницу позиций, разницу мнений, и разницу способов мышления. Дзякуй вялікі Поэтому, я спадарня. думаю, что Мгм. да, Так. демократические силы фактически сейчас находятся вот на этой стадии организации такого нормального внутреннего диалога. Внутреннего диалога. Мгм. Дзякуй вялікі. Мы яшчэ сёння і цяпер вернемся да гэтай тэмы. Я хачу трошкі, каб было больш зразумела усім, так, нагадаць, што у Беларусі засталіся у асноўным прапагандысцкія медыа. І тыя журналісты і медыа, якія з'ехалі, яны мы спрабуем зрабіць нейкую альтэрнатыву, так, каб беларусы ў Беларусі разумелі таксама, што адбываецца там, чым займаюцца тут палітыкі, што ўвогуле адбываецца у свеце, так, нейкую альтэрнатыўную кропку гледжання на нейкія іншыя там навіны, каб была не толькі прапаганда. Вось тыя ўсе канфлікты, тое, пра што вы гаворыце, кажаце, так, як гэта тычыцца менавіта беларусаў у Беларусі, як ім зразумець? Магчыма, людзі прайшло 5 гадоў. Нават мы тут час ад часу ўжо блытаемся, хто чым займаецца, хто што робіць, так, а вось людзі сядзяць там, яны кожны дзень не сочаць за гэтымі навінамі, так, вось што ім да гэтага? Ну, если честно, то мне кажется, что в первую очередь белорусы, которые находятся внутри страны, они скорее озабочены, ну, так, способами выживания, да. Мне кажется, что в большинстве своем все прекрасно понимают, что такое власть в этой стране, что такое пропаганда. Кто-то ее может поддерживать и следует этому, кто-то к этому относится критично и рефлексивно. И у меня сохраняется вера и надежда на то, да и соцопросы, в общем-то, это подтверждают, что белорусы внутри страны сохраняют тот дух и ту систему ценностей, которая была задана в 2020 году. И что такое хорошо и что такое плохо, собственно, белорусов учить не надо. Да? То есть они прекрасно это понимают. Но, как оказывается, при всем понимании ситуация реальная, вот она такова, да? Что в стране продолжает углубляться авторитаризм, репрессии, насилие, да? И люди живут вот в этой среде.
в этой достаточно сложной среде и пробуют выживать, да еще и сохранять себя в этой І ситуации, як себя гэтаму сохранять как дапаможа справаздача иллюзию. там каардынацыйнай рады ці АПК ці і То, гэтак что далей? происходит внутри Демсил за пределами страны, я думаю, в меньшей степени волнует сейчас белорусов внутри страны. Да? То есть то, что происходит за пределами страны, это есть такая проба отработать механизмы, хотя бы в микроварианте, механизмы демократического управления страной. То есть внутри страны это сделать невозможно, за пределами страны, в принципе, это попробовать можно. Но я думаю, что тут должна сохраняться определенная рефлексивность и понимание, да, что даже если мы отработаем этот уникальный механизм, попробуем вот там внутренний диалог, попробуем четко установить цели, стратегии, мы должны четко понимать, что влияние со стороны извне на Беларусь, наше влияние очень ограничено. Да, единственное, что мы можем сделать на сегодняшний день, это действительно поддерживать этот огонь вот этих демократических установок и ценностей, да, и готовиться к тому окну возможностей, которое, думаю, все равно представится рано или поздно, для того, чтобы объединиться гражданскому обществу на разных территориях, для того, чтобы возникла опять возможность нам вернуться в эту страну. Ну и, наверное, только потом мы можем претендовать на управление уже внутри страны. Да. Мгм. То есть мы фактически сейчас за пределами страны, это то, что происходит в Демсилах, может интересовать, да, достаточно узкий круг людей, которые еще включены в политическую повестку и которые видят в этом тоже важность. Важность в том, что эти демократические институты должны как-то апробироваться, да, то есть мы должны пробовать это делать, мы должны относиться к этому достаточно серьезно, но и в то же время играючи, да, понимая, что масштаб, вот эта вот претензия на то, что мы тут сейчас сразу там едем в страну и возьмем власть, Мгм. это не совсем так. Святлана, вось вы даволі абстрактна кажаце пра тое, што нехта нібыта не чуе, нібыта вось гэтых прапаноў, якія вы сёння агучылі, робіць выгляд, што ну нібыта нічога няма, так? Вось, а з кім вы прыватна размаўлялі, якая была рэакцыя? Значит, смотрите, я не совсем абстрактна, я принципиально про эти вещи говорю. Да? Принципы всегда немного теоретичны. Если говорить конкретно, то предложение наше, во-первых, было наше заявление. Первое предложение было, эта фракция предлагала Координационному совету организовать такого рода слушания. Большинство отклонило, и если вы наблюдали за этим голосованием, то оно так это... Сначала все были за практически, да, и уже голосование практически состоялось. За 2 часа до окончания голосования вдруг изменяется позиция, и большинство переходит на другой тип голосования, когда объясняется встреча. Далее мы как бы пояснили, что мы с этим не согласны. Мы обратились, в том числе, я не знаю, насколько это нужно оглашать, но я сделаю это, да. То есть мы обратились напрямую в офис Светланы Тихановской для того, чтобы такие слушания были организованы уже в формате фракция ОПК. И как бы сейчас ведутся такие вот переговоры о возможности таких слушаний, организации таких слушаний в более суженном формате. То есть мы не просто про это говорим, мы пытаемся это все-таки добиваться и дискутировать не просто со Светланой там, Тихановской или с Франоком Вечеркой, да, а мы все-таки пытаемся установить какие-то деловые, институциональные отношения внутри демократических сил. И поэтому да, мне иногда бывает очень удивительно, да, что типа задаются такие вопросы, типа, а как эта фракция вдруг имеет, а вы не имеете права якобы там предлагать такое. Как это мы не имеем права предлагать? Мы отдельная фракция, вторая по численности в Координационном совете. Да, мы как бы оппозиция в оппозиции, но мы имеем полное право предлагать свои инициативы, не соглашаться с большинством и, собственно, реализовывать ту программу, которая была нами заявлена перед избирателями в период выборов в КС. Поэтому мы идем по своей линии, по своей программе, обсуждаем пункты эти программы, но, как оказывается, очень сложно именно добраться до сути, да, и развернуть этот диалог по существу.
Ясна. Ну, але зварот ёсць, так, і мы будзем чакаць рэакцыю, будзем спадзявацца, што перамовы гэтыя будуць адбывацца, так, больш дэтальныя, больш такія ў вузкім коле. І мы разумеем, што ўсе справаздачы вельмі важныя, але галоўнае пытанне для ўсіх беларусаў і за мяжой, і тых, хто застаюцца, гэта вызваленне людзей, якія пацярпелі праз свае перакананні, праз рэпрэсію ў Беларусі. Таму пераходзім да тэмы палітвязняў. Святлана, вось шмат чаго, здаецца, мяняецца, так? Вось апошнія падзеі гэта і Трамп тэлефануе Лукашэнку, так, і ўдзячны яму за вызваленне там 16 чалавек, і яшчэ там просіць, каб там той вызваліў яшчэ там 1300, так? І яшчэ з'явіўся тэкст звароту нобелеўскіх лаўрэатаў, які тычыцца палітвязняў. Раптам тэма беларускіх палітвязняў зноў выходзіць на міжнародную арэну, якія гэта сігналы нам, што мы можам рабіць далей, і як вы увогуле рэагуеце на апошнія навіны? Я очень позитивно реагирую на эти новости. Ну, изначально для меня лично вот этот вопрос политзаключенных и их освобождения был всегда первым в повестке дня. Да, то есть и я старалась максимально всегда концентрировать внимание именно на этом вопросе, даже тогда, когда он уходил, так скажем, в тень. Да, и мы переключались на вопросы там другого плана, экономические, международных отношений, ну и так далее, да, там войны в Украине. Такая переключка как бы мышления и сознания, она вполне как бы понятна. Вот, но слава богу, мне хочется так сказать, да, что наконец-то этот вопрос нашими общими усилиями вышел в официальную повестку американской дипломатии. И этим шла действительно, как мне кажется, определенная подготовка и лоббинг по этому вопросу со стороны белорусских демократических сил разных субъектов, да, не только офиса Светланы Тихановской, не только ОПК в лице Ольги Горбуновой и Ольги Зазулинской, да, это там была рабочая группа, которая совместная, да, которая, собственно, осуществляла этот лоббинг вопросов политзаключенных. Да. Я бы выделила еще инициативу отдельно Ковалевский, Горбунова, Хомич, которые очень активно этот вопрос продвигали и про него никогда не забывали, да, то есть и постоянно включали это в повестку дня. И, собственно, наверное, общими усилиями это удалось пробить. И вот таким образом это выстрелило. Оно уже и раньше выстреливало через отдельные группы освобождения. Хотя у меня на какой-то момент, когда освободили последнюю партию политзаключенных, в том числе и Сергея Тихановского, было такое ощущение, что надо дальше вот, ну, когда еще больше лоббировать, да, как пользоваться моментом і уже выходить на самый высокі ўравень. Я памятаю, што на тым эфіры, калі мы з вами размаўлялі, якраз, дарэчы, нас тут у каментарах дзякую за той эфір, было вельмі цікава. Дзякую вам, Святлана. Вы казалі пра тое, што палітзняволеных, якіх выпусціць, будзе яшчэ больш. Вось у вас быў такі прагноз. Ён застаецца з вами? Он у меня остается, да, то есть и прогресс состоит в том, что наконец-то, да, этот вопрос был вынесен на самом высоком уровне, то есть президент Трамп поговорил с Лукашенко на эту тему, и, по крайней мере, он поставлен этот вопрос. Я не знаю тонкостей дальнейших договоренностей, да, то есть за что там и что, кто кому чего обещает в этой сделке. И я понимаю прекрасно, что эта сделка есть часть более большой сделки, которая идет в переговорах по Украине. Вот, но как бы, но заявление сделал, это вселяет надежду. А дальше вот как бы хочется верить. То есть мы переходим в стадию веры. Вопрос состоит в том, а как, собственно, это 1300 будет человек освобождаться.
да. То есть это вопрос, реализации, и выполнения обещаний. То есть это вопрос не только декларативный, да, а уже этот вопрос должен переходить в стадию там реализации и этой сделки, и готовности сторон это делать, да. И я думаю, что тут на данный момент, администрация президента, Лукашенко, как он себя называет, президентом, да, то есть находится, в достаточно сложной ситуации, как, ну, то есть технологически это и технически это все сделать. Будет ли это партиями, когда, в какой момент, этот процесс должен быть, произведен, да. Пока, я думаю, идет скорее продумывание, да, с той стороны, как это надо делать. Продумывание, составление там списков, то есть, чтобы это было, как-то подано тоже, думается про то, как это будет подано, чтобы это не было в ущерб, той стороне, режимной стороне. Поэтому, думаю, не все так просто. Поэтому присутствует определенный скепсис и ожидания, да. То есть я думаю, что это будет не скоро. Як вы думаеце, А. калі ўсё ж такі Лукашенко пачне вызваляць, ну хоць неяк, так, беларускіх палітвязняў, ці будзе ён неяк узгадняць гэта са сваім сябрам Пуцінам? Ці вось у гэтым пытанні ён можа заставацца самастойным? Я думаю, что это его актив, так скажем, в кавычках, да. То есть это его актив, и я думаю, что он вряд ли по этому поводу будет, консультироваться с, Путиным. Да, с Путиным он консультируется в широком как бы контексте, а не по этому поводу. И я думаю, что этот вопрос Путин отдает полностью ему. Путина больше будет волновать, насколько тесно и продолжительно будет выделяться отдельно вот этот трек переговорный Америка-Беларусь. Да? То есть чем а не сами политзаключенные. Сам такой. Ну, то есть у него у самого там куча этого актива в виде политзаключенных, да, которые он не включает в сделки. То есть это внутреннее дело России, политзаключенные России. Политзаключенные Беларуси — это внутреннее дело Беларуси. Путина это начнет волновать только тогда, когда это будет нарушать его планы, и когда он будет видеть, что Лукашенко, так скажем, условно отделяется или пытается так выделиться в самостоятельную линию. Но, к счастью или нет, Лукашенко эту линию все равно ведет. Он ее ведет, выделяет и, собственно, и торгуется, как вы говорите, да, с тем, что у него есть, что есть у него. И я думаю, что для нас это позитивно может рассматриваться, и на какое-то время мы можем не акцентировать внимание на там другие вопросы, связанные с легитимностью, ну и так далее, да. То есть если мы за 5 лет эту легитимность не перешибли, сами, да, ну так чего ворчать? Вот оно вот так вот сейчас Мгм. находится. Поэтому наша задача сейчас высвободить людей. Ну и там ряд других еще вопросов, связанных с тем, как действительно будет ли пополняться этот актив. Если мы рассматриваем это в категориях торга, то действительно одних освобождают, других все равно продолжают набирать. Актив этот постоянно может, так скажем, обновляться. Поэтому мне кажется, мы должны сейчас очень активно переключиться, в том числе на вопросы лоббирования, вопросов снижения репрессий и расширения вот этого пакета требований к Лукашенко. Для этого должны быть условия и соответствующие ситуации, когда эти требования в переговорах могут быть выдвинуты. И поэтому надо работать вот на эти обстоятельства, да, на обстоятельства, когда мы можем достаточно уверенно это требование не просто декларативно снижать там репрессии, а мы подождем. Да. То есть понимать, в какой последовательности, в какой
в какой ситуации переговорной, да, это требование может быть выставлено Лукашенко для того, чтобы этот актив его условно политзаключенных не пополнялся. Вось вы тут кажаце наконт таго, што дзеля вызвалення палітвязняў і каб іх толькі вызвалі, можна пакуль заплюшчыць вочы на нейкія пытанні, звязаныя з легітымнасцю, так, Лукашэнкі. Вось пытанне з чата адразу. А ці гатова Святлана назваць Лукашэнку прэзідэнтам і вялікім лідарам за вызваленне філосафа Мацкевіча? Не кажу пра ўсіх палізняволеных, таму што іх кожны дзень робіцца болей і болей. Вот меня про это не надо спрашивать, я не участвую в переговорах. В переговорах участвует Трамп, и он уже его назвал уважаемым президентом. Я прекрасно понимала, что я не буду участвовать в этих переговорах, да? Но влиять на это подготовительно, так скажем, насколько было в моих силах, я это делала. Да? И прекрасно понимала, что как бы лично я, находясь на стороне демократических сил, естественно, не признаю президента Лукашенко президентом, легитимным там и так далее. Но я, если объективно реально посмотреть на ситуацию, реалистично понимаю, что Лукашенко контролирует территорию Беларуси. Мой супруг и другие политзаключенные являются заложниками у него, а не у кого-то другого, да. И вот если говорить про это вне контекста легитимности, то кто может освободить сейчас на данный момент политзаключенных? У кого они находятся в заложниках? То есть Лукашенко. Да? Поэтому с кем нужно контактировать, кого надо требовать, кого уговаривать для того, чтобы они были освобождены? Его, а не кого-то другого. Да? Путина это не волнует. Слава богу, что это стало волновать американскую как бы дипломатию, и в частности Трампа. Да? Как он это будет делать и просить, чтобы наши люди высвобождались, да? Это уже его дело. Да? Я надеюсь, что к этому процессу еще подключатся как бы и европейские страны. Да? Они уже как бы потихонечку думают, да, как вот возможно переходить вот на этот вот второй как бы этап требований к Лукашенко и к режиму. Того, что наши признаем или не признаем мы легитимность, там себе чего-то скажем и так далее, да, то есть ситуация, реальная ситуация в стране от этого не изменяется. Да? И надо реалистично смотреть на эти вещи, да, и как бы и понимать, что надо делать в конкретной ситуации. Понимать свою позицию, свою силу, в чем наша сила, в чем не наша сила. Я думаю, што на вас Поэтому так я вось думаю, нашыя такая слухачы переключка, да. нашыя слухачы перавялі на вас стрэлкі. Я думаю, і вось далі такі прыклад, ці гатовы вы назваць яго вялікім лідарам, хутчэй за ўсё, каб адчуць і зразумець, што адчуваюць сваякі палітвязняў, калі яны чуюць словы Трампа. Я думаю, што вось у гэтым сэнсе кантэкст, а не тое, што там, а ці гатовая Святлана Мацкевіч. Когда я чувствую, что я чувствую, как в этом плане, как близкие там, и родственники заключенных, и я думаю, что пускай бы вот что-нибудь сделать, но чтобы только наши люди были освобождены. И вопрос легитимности здесь вообще не должен вставать. Если это надо Лукашенко и в этом плане Трамп подольстит ему, а люди при этом освобождаются, ну, слава богу, ну и хорошо. Дзякую. У мяне яшчэ пытанне пра палітвязняў. Апошнія месяцы я неаднаразова бачыла такія прапановы ад медыйных вядомых беларусаў. Напрыклад, я гатовы, каб Лукашенко забраў мяне і пасадзіў за краты, але за мяне хай выпусціць іншых беларусаў, палітвязняў, якія сядзяць. Там аднаго ці шмат палітвязняў, хоць колькі. У мяне пытанне, ці мэта згодна так рабіць вось такі гандаль невінаватымі на невінаватых увогуле? Ці ёсць сэнс у такіх прапановах?
Я разумею, што проста беларусы, якія сядзяць тут за мяжой, яны хочуць ужо зрабіць хоць нешта, каб выпусцілі тых, хто ўжо сядзіць даўно. Так вось калі вось мы радуемся там палітвязням, якіх выпускаюць там хоць дзякуючы Трампу, хоць дзякуючы каму, і хочам зрабіць самі хоць што-небудзь. І вось да людзей напэўна даходзіць вось такая ідэя, так прапанаваць сябе за кошт іншых. Як вам такая ідэя? Я думаю, что такой подход имеет право быть. Да? Я вот даже вспоминаю головку Владимира Мацкевича, когда он там в церкви «Новая жизнь», да, и на какой-то период, там, 11-й день голодовки, я помню, сама тоже предлагала такой вариант ему: давай мы поменяемся, я пойду на голодовку, а ты выйдешь из нее, да. Но, во-первых, тогда Владимир сам не принял такой вариант подхода, да, потому что это ничего не меняет, если уж на то пошло. Да. Что от этого меняется? Что мы обменяемся телами, так скажем, и пространствами нахождения друг с другом. Да. А с другой стороны, мы понимаем, что политзаключенные сейчас являются в заложниках у режима Лукашенко, и режим Лукашенко на вот этот ход, как реагирует? Должен понимать, как он будет реагировать на это. Говорит, делайте, что хотите. Да что вы говорите? Да? Вообще скажет, а кто вы такие? Вот из его позиции его это абсолютно не будет цеплять. Абсолютно. Да? Потому что все равно решение будет принимать он. Сказали вы это для своей... сказали, дальше что? Как вы это делать будете? Да? Потому что я очень часто, меня волнует и немножко напрягает вот эти вот попытки вопрос политзаключенных вывести в логику каких-то деклараций политических, да, вот таких вот, или отчаяния какого-то. Я понимаю отчаяние многих родственников, вот, но мы должны понимать, что вопрос решается не таким образом. Да? Он решается той стороной, и понимать логику той стороны, мотивацию той стороны, почему они это делают и так далее. Для того, чтобы наши люди были освобождены, мы должны. И вместо того, чтобы, так скажем, просто декларировать, угрожать и при этом ничего не делать, да, то это такая слова впустую. Да? То есть политическое действие в таком направлении, оно должно быть продумано, внимание, серьезно. Должно быть понимание, что это очень серьезно. Да? Не просто декларировать и что-то, извините, говорить. Вы сделайте, а вы попробуйте. Кстати, пробовали. Такі прыклад такі іншым людзям, іншым беларусам, так вось, вы не робіце, так мы паспрабуем нешта зрабіць. У мяне яшчэ пытанне, дарэчы, вось вы тут узгадалі свайго мужа, так, спадара Мацкевіча, і тут таксама да нас прыйшло такое пытанне: запытайцеся, калі ласка, ці ёсць навіны пра Мацкевіча. На мінулым стрыме Святлана казала, што больш за месяц не мела навінаў, але цяпер праскочыла нейкая інфармацыя, што вязням не быў у турмах дазволіць відэазванкі. Значит, по моим сведениям, собирается сейчас, визит адвоката запланирован к Владимиру. Он еще не состоялся, и, в принципе, мы готовимся к этому визиту. Вот, поэтому Владимир не считается инкоммуникадо, как ряд других политзаключенных. Да? И я надеюсь, что эти облегчение условий для многих политзаключенных будут также... Это будет таким сигналом, по крайней мере, с той стороны, со стороны режима, что они действительно серьезно готовы к этому относиться и рассматривать вопрос освобождения политзаключенных реально. Да? И первым таким сигналом будет именно такое улучшение условий. Я ожидаю, что такие улучшения условий будут и для Владимира в том числе.
Будзем спадзявацца, так і чакаць. У нас засталося не так шмат часу, але засталося яшчэ пытанне, якое мы збіраліся з вами абмеркаваць, пытанне адукацыі, бо акрамя вызвалення людзей з праваздаж, беларусам неабходна думаць і пра сваю будучыню, так як беларусам, якія знаходзяцца за мяжой, так і беларусам, якія знаходзяцца ўнутры краіны. У беларускіх школах дадалі 3-й урок фізкультуры за тыдзень. Яе ўжо больш, чым беларускай мовы. Гэта ўвогуле лагічна, пытаюцца нас проста напярэдадні гэтага эфіру. І нават сказалі, што па фізкультуры будуць хатнія заданні задаваць. Як вы рэагуеце? Слушайте, вот сколько я работала в образовании, вопрос, сколько часов надо на математику, физкультуру и еще что-то там, да, на русский язык или белорусский язык был всегда. И он никогда не разрешался позитивно. Естественно, выбор приоритетов какой-либо дисциплины или там предмета, он говорит о приоритетах, которые придерживаются власть имущие в этой стране. Да, и, естественно, для режима сейчас важно не развитие мышления, не развитие личности, не развитие там каких-то уникальных способностей и талантов наших детей, да. И гражданское общество режим рассматривает как, ну, так скажем, такую паству, которую надо пасти и которую надо приучать и готовить там или к войне, или еще каким-либо серьезным для себя действиям, да. То есть это такой условно расходный материал. И поэтому физкультура, я ничего не хочу сказать против физкультуры. Физкультура нужна. Калі ты яе не прагульваеш, так? Никто, Правильно? по-моему, это не оспаривает. Называть домашнее задание выполнять. Я не знаю, как это выполнять домашнее задание по физкультуре, хотя, да, это было такое и в советской школе, я это тоже помню. Да? Вот. Но важно, понимаете, как вот через... Ведь образовывать не физкультура и не предмет русской или белорусской литературы. Да? Образовывать вот эта среда, способ организации жизни в школах и в учебных заведениях. Да? И если организация такова, что там поддерживается вот эта вот авторитарная установка, да, вот что сказали, то и будете делать, да, то именно это и воспитывает наших детей. Да? Вот форма организации, вот эти вот предложения, а не отдельная физкультура или отдельный там предмет по математике. Да? Поэтому образовательный процесс, все, ну, организация образовательного процесса — это не такое легкое дело. Да? И для того, чтобы сбалансировать вот эти разные цели образования, там, чтобы мы одновременно, наши дети могли говорить на иностранном языке и мыслить, и одновременно быть сильными и здоровыми, да, то это все впихнуть, так скажем, в один учебный план, ну, не представляется возможным. Никогда эта ситуация не разрешалась оптимально, да? Потому что образовательный процесс, он не только в школах, он еще и в семьях, он еще и в той среде, куда где наши дети проводят свободное время, да? И поэтому я бы относилась к этому пока более-менее спокойно, ну, понимая прекрасно, кто сейчас управляет системой образования. Дзякуй вялікі. Ну так, я насамрэч, калі прачытала гэтую навіну, мяне такога, які кашмар, які там жах, што фізкультура стала больш, не адбылося такой рэакцыі, бо я разумею, што нават там дарослым людзям непрыватна праз поток інфармацыі, праз тое, колькі мы сядзім за камп'ютарамі, я кожны дзень хадзіла і займалася там фізкультурай ці нешта, калі гэта яшчэ падчас уроку можна рабіць, чаму б не. Пытанне ў выстаноўкі ў гэтых прыярытэтаў, калі нейкіх прадметаў той же беларускай мовы, роднай мовы амаль няма ў школах, так, і тут у нас больш там фізкультуры. Як гэта ўсё лагічна завязаць у адзін вучэбны план, мы не разумеем.
часу у нас ужо не засталося. Спадарня Святлана, я ведаю, што мы хацелі з вами паразмаўляць пра адукацыйныя пытанні. Давайте з вами зладзім яшчэ адзін эфір у бліжэйшы час і проста ўвесь эфір прысвецім менавіта адукацыі, так? Там, дзе вы з'яўляецеся проста галоўнай нашай спецыялісткай. Я нагадаю, што у нас сёння ў эфіры была Святлана Маскевіч, а эфір вяла Марыя Вайтовіч. Дзякуй вялікі. Спасибо.